14 октября в Государственном концертном зале Башкортостан состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного поэта Рами Гарипова. На сцене звучали бессмертные произведения автора, а также были показаны рабочие материалы фильма «Дневник поэта», который выйдет в прокат в феврале следующего года. Мы вас поздравляем, вы зачислены. Здравствуйте, Булат Темирбаевич. Здравствуйте. Как ваше настроение, как подготовка шла, как сегодняшнее предвкушение концерта? Волнуемся, потому что у любого концерта могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства. Волнуемся, надеемся, что концерт понравится, концерт будет принят прежде всего с душой, сердцем. Надеемся, и этот концерт — это не повторение того, что было, это совсем новая программа с новыми стихами, с новыми изображениями, будут отрывки из фильмов. Поэтому, я думаю, это такая часть продвижения будущего фильма, фильма «Дневник поэта», который выйдет в феврале. Как шли съемки, как готовились, как подбирали актеров? Вот буквально пару слов про эти моменты. «Дневник поэта», идея картины пришла от Гульсисяк Саламатовой. С именем Рами Гарипова много связано в культуре, в моей семье. И мой отец очень дружил с Рами Игафаровичем. И в нашей семье из 4 человек 5-й был всегда Рами Гарипов. То есть о нем мы говорили. Отец его часто вспоминал. И, в общем-то, я почитал дневники, и, наверное, я к творчеству Рами Гарипова пришел через дневники. То есть он в 50-х, 60-х годах смог такой сделать интересный психологический портрет свой передать, свое как бы искание себя, как художника, как себя сохранить, как себя не предать. И поэтому у нас появился такой интересный сценарий под названием «Дневник поэта», где, прежде всего, я исследую, как режиссер, выбор человека. Не то, что он делает потом, после того, как он станет уже мастером, признанным, а вот мне было интересно его поиски себя, его бытовые проблемы, семейные проблемы, проблемы с коллегами. Мне кажется, картина очень психологическая, и она очень будет интересна всем зрителям, потому что такой человек-цивилизатор Рами Гарипов, это человек, который не только создавал стихи, но еще очень много делал переводов и создавал школу башкирской поэзии, в числе мой отец, в числе его учеников. Поэтому мне кажется, что такие люди очень важны для примера, для сегодняшнего зрителя, молодежи, потому что это наглядный пример то, как можно служить своей культуре, своему слову. Да, вы правы. А вот почему именно Артура Кунакбаева выбрали как главного героя? По какому принципу вы выбирали главного героя? Артур Кунакбаев сам по себе очень талантливый артист. Да, и, в принципе, это была удача, то, что он согласился и, в общем-то, подошел к роли очень серьезно. И надо точно сказать, что если нет главного героя, нет фильма. Если бы не было Артура Кунакбаева как артиста, я бы просто не снимал эту картину. Потому что, вы знаете, это была удача. То, что вы вдохновились актером? Я и актером вдохновился и поэзией Рами Гариповой, творчеством. Да вообще, творческие люди, это люди восхищения. Да? То есть, поэтому то, что Артур Кунакбаев играл в этом фильме и передал такую внутреннюю картину, внутренние переживания. Он не герой действия, не герой экшена, да, который там преодолевает какие-то внешние обстоятельства. Это человек, он создал такой интересный, психологический, интересный портрет героя. Мы вам желаем удачи. Спасибо. И ждем фильм, Спасибо. премьеру.
Можно пару слов вот о роли? Как вы готовились? Как вы прочувствовали своего героя? Ну, во-первых, я прочитал его дневник. Вот. Ну и, конечно, репетиции. Мы начали репетировать с героиней, с Олесей Шипко, которая играла Надю, жену Рами Гарипова. Примерно полгода мы репетировали. Поначалу как-то было, конечно, как сказать, сложно. Когда вот играешь человека, который был на самом деле, проживаешь его жизнь, не придуманный какой-нибудь сюжет. Герой, да? Да, герой. А именно человек, который он был, и этот человек, он был, как бы сказать, ну как гений, вот, и любимец народа, как говорится. Вот такие роли играть сложно. Хотя у меня, конечно, был опыт, я играл Заки Валиди, практически такие же проблемы были. Проблема заключалась в том, когда ты репетируешь какой-нибудь там спектакль, который, ну, написано, как бы придумано, там все понятно, характер, там все понятно. А реальный человек, ладно, понятно, что мы когда читаем там хатираляль или там дневник, мы какие-то факты читаем, что было, как было. А какой человек был по характеру в жизни, мы не знаем. Трудно угадать, Трудно, конечно, да. И поэтому мы разговаривали с родственниками, как бы, какой он был, что он любил, что он не любил, там, был ли он влюбчивый, не влюбчивый. Как бы вот эти моменты мы искали. Прям такая психологически сложная работа даже вы произвели, да? Ну да, исследовательскую да, даже. да, какие-то факты рассказывали, то, что нету в дневнике, там, то, что касается его характера, как он там себя проявил. И вот это как бы мы все это копили, ну и вот как-то вот сняли фильм. Ну и во время съемок тоже там были репетиции. А вы же, если я не ошибаюсь, и в «Бабиче» снимались, и в «Первой республике», то есть в трилогии, во всех в 3 фильмах вы принимали участие? Да. Да. И в «Первой республике» вы кого играли? Магадеева. Магадеева. Да. А в «Бабиче» вы играли… Я там играл первого секретаря. Ага. Вот так. И каково было, вот, когда вам позвонил Булат Тимирбаевич и сказал, вот вы на главную роль Рами. Вот какие чувства это были? Мне вот дали текст, тогда еще было на русском языке. И говорят, давай, читай, мы будем тебя слушать. Я от начала до конца все это прочел. Потом после этого уж сказали, что Артур, мы вот планируем тебя взять на роль Рами Гарипова. О, здорово. Да, ну, конечно. В то время было не здорово, я растерялся, я не знал, как реагировать. Я растерялся, это потому что, ну, во-первых, это ответственность. Ну, конечно, как да. это все получится. Как зрители это все восприняли, да? Конечно, конечно. Мы вам желаем удачи. Спасибо и большое. Ждем премьеры. Уверены, что вы в кадре великолепны. Надеюсь тоже, да. Спасибо большое. Спасибо. Самый юный герой фильма «Дневник поэта» Арслан. Такой первый вопрос. Каково вот чувствовать себя звездой? Если честно, я не считаю себя звездой. То есть я обычный мальчик, просто обычный мальчик, который выступает на сцене и снимается в кинокартинах. Как ты попал на фильм «Дневник поэта»? Чтобы пройти на фильм, на кастинге я играл сценку Мустай Карима. «Одунудак Баласак», да? Угу. Какие ты чувства испытывал, когда ты играл такую личность? Ты же, получается, играл юного Рами Гарипова. Я пытался вжиться в эту роль, чтобы в фильме главное это не играть, а главное в фильме это жить. Нужно вжиться в роль, чтобы хорошо отсняться. Я пытался вжиться. Как ты пытался вжиться в роль? Скажи мне, пожалуйста, ты такой юный, но уже понимаешь такие вот моменты, очень важные моменты в кинематографии. Чтобы вжиться в роль, я пытался почувствовать себя Рами Гариповым, то есть, получается, так сказать, войти в него, чтобы сыграть его жизнь. Удачи тебе желаем. Ты вообще такой большой молодец. И скорее хотим тебя увидеть в этом фильме. Спасибо. А сегодня в концерте что ты будешь делать на концерте? Я буду рассказывать стих Рами Гарипова, который называется «Бертанине». Бертанине, бына хатırlayım.
Ай ҙа сыҡҡан тауҙар артынан, төндә аяҙ. Күктә һирәк кенә йөҙөп йөрөй аҡһыл болоттар. Төнө йәмле, рәхәтләнәм бына. Яраттам мин шундай төндәрҙе. Бер нәмә юҡ. Тәрән тынлыҡ йөҙә. Йондоҙҙар ҙа инде серҙәше. Йыр тауышы килә теге яҡтан. Ҡыҙҙар, йәштәр унда уйнайҙар. Йөрәк тибә. Туҡта, типмә инде. Мин яратҡан унда бер ҡыҙ бар. Шул төндө мин уға яҙыу бирҙем. Ул ҡағыҙға былай яҙылды. Һөйәм һине, бына белдерәмен. Уртаҡлаш һин һөйөү тойғомда.